привет. Да ладно. Всем большой привет из Коми, привет от Олега. Ну что, какие планы у нас сегодня? С Туланом мы едем на рыбалку на Таежную речку. Порыбачить, посидеть с удочкой. По просьбам подписчиков хочу сегодня порыбачить на Хариуса. Река для меня не очень знакомая. Не знаю, где мелко, где глубоко, есть ли рыба там. Вообще я без понятия. Я там, можно сказать, не рыбачил. Вверху я более-менее еще ездил на рыбалку, а так. Попробуем, посмотрим, что будет, я буду снимать, показывать. Еду, как вы видите, на Альбатросе. Вот такая бураница. Здесь у меня только здесь бураница была, я ездил. А сейчас уже, смотрите, какая борозда. Здесь снегоходы ездили. По работе там поднимались, делянку отводили. Вот. Ну что сказать про Альбатрос. Как вы видите, у меня вот такой выключатель появился. Он это выключается, off это включается. Вот так у меня получилось. Вот. Такая проводка. Ну, на будни Олега я показывал, как все это я мудрил, делал. Конечно же, по комментариям подписчиков я понял, что я сделал не так, как можно было сделать более облегченный вариант. Даже этот выключатель не надо провода мне резать было бы. Просто вот включенным оставить, а действительно от массы там убрать провод и уже к массе подключить один провод. Вот к корпусу техники и второй провод вот к тому проводу, который к массе идет, только от массы его отсоединить надо. Но я понял, что вы написали мне в комментариях, действительно это надо было сделать так. Но я уже, как сказать, намудрил. Спрашивали насчет редуктора, как она греется. Вот, пожалуйста, вот так снег тает. Вот. До такой степени он нагревается. Руки выдерживает, но горячо. Выдерживает, но горячо. Вот. По накатанной дороге лучшей техники нету. Хорошая техника. Везет и везет. Не быстро, конечно. Не скажу, что быстро доедешь. С большим грузом тоже не доехать. Но, скажем, налегке вот так на рыбалку куда-нибудь или еще можно кататься. Сейчас собака, пусть он будет бежать. Впереди меня, сзади меня. Я до 20 километров разгоняется Альбатрос и успеет за мной бежать. Половину пути где-то я проехал. Сейчас еще посижу, минут 10 пусть остынет. Редуктор, двигатель и дальше в путь. Встретимся уже на реке. Сегодня ветрено. Число получается 13 марта. 13 марта сегодня. О, как лес гудит. И снежок, такой вот воздух. Чуть-чуть такой вот, ну вот не холодно. Не холодно. И под ногами снег такой интересный. Не сырой, не сухой. Вот такой. Собаки не видать. Главный рыбак. Ищи Хариуса. Хоть одного поймаем, и то ладно. Ну все, первая лунка уже есть у нас.
3 опарыша. Червя нету. Обычно на червя хариус ловят. Черпак тоже забыл. Так. Угу. Ой, мелко-то как. Ну да, совсем мелко. Пока поклевок нету. Да и непонятно здесь, где рыбачить. Вон бездельник. Такие дела. Тулами. Тула. Нету никого там. Вон. Где? Энвиласкай. Между прочим, зайчих следов несколько штук видел. Где заячьи следы, там и лиса проходит. Так что зайчишку он съест. Ладно, идем дальше. Тут что-то не клюет. Если она есть рыба, он сразу вырет моментально. Наконец-то воду нашел. Просверлил и ледобур не достал до дна. Целый поворот, ребят, холостую сверлю. Подолем воды вот столько, 10 сантиметров. Вот не знаю я здесь русло реки как, где ямы, где еще. Сейчас иду обратно к мотособаке. Вроде на леди нету, наверное. Вот до сюда, до ледобура на мотособаке приеду. Удочки заберу, еще остальное. Фу, блин, жарко стало. Вон оттуда иду. Целый поворот, ребят, я вот просверлил вот. И вроде вот такой берег крутой, думаю, здесь глубоко. Да нифига, воды вообще нету. Вот здесь я оставил рюкзак, там мотособака. Сколько уже тут удочка. Тишина, мне надо подостыть. Где-то место надо найти для рыбалки и посидеть. Фу, бля, спотел вообще. Да? Весь сырой уже. Вот мотособаки, вот раз, два, три. Это 4-я лунка. Более-менее подо льдом. Ну, сантиметров 30-40, наверное, вода есть. Для рыбы вполне достаточно. Пока ни одной поклевки не было. Дальше у нас получается вот такой островок на середине реки. В таких местах, конечно же, опасность всегда присутствует. Потому что течение набирает обороты. И здесь вот река сужается. И там обычно бывает все открыто. Не знаю, с какой стороны обойти. Здесь чуть-чуть чувствуется, ну, хрустит лед на леди. Вот я, бывает, так снимаю. Вот так я видео заснял, выложил. И некоторые обижаются. Ну, говорит, Олег, показываешь ни о чем. Но вот это ни о чем, вот так и происходит у меня. Я стараюсь как могу, чтобы в кадре было тоже и рыба, и улов, и кого-то на деревьях, чтобы я увидел там следы побольше. Но этого, к сожалению, нету. Вот сегодня уже я на таежной реке. Уже 2 поворота прошел, и ни одной поклевки еще, между прочим, не было. Некоторые блогеры вот такие фильмы вообще не выкладывают. Ну, съездили на охоту или на рыбалку, ни с чем не приехали ни с чем, они просто не выкладывают. Они реже выкладывают, но уже результативнее такие вот охоты, рыбалки. А я выкладываю все подряд, все как происходит. Вот сегодня, пока в данный момент я пустой, но будем надеяться, что рыбалка только началась, еще где-то пару поворотов схожу, съезжу. Хорошо, что я могу даже передвигаться сегодня на мотособаке. Это обратный путь мне облегчит. Будем возвращаться. Вот так вот и происходит рыбалка. За это время, если я, скажем, порыбачил на реке, я уже поймал, наверное, с десяток ельцов. И это уже, можно сказать, на жареху. А хариус
Не знаю. Надо искать. Она есть, но надо очень много искать. Можешь попасть одной лункой там наловить, а пока в данный момент я их не нашел. Потихоньку пробираюсь, не спеша. Там вот здесь сужение реки, а там уже опять вот нормально все. Следы, лесы. Вот так потихоньку, потихоньку. Просто не знаю, что там под снегом. Вот тут вообще сужение. Это такие места вообще опасные. Постоянно надо смотреть, чтобы лед был белого цвета. Черный лед, опасный лед. Ну, ух ты, он вот такой тут. Да, поворот хороший. О, чернеет уже лед. Блять, хрустит все. Неприятно, пешня надо. Так. Ух ты. Интересно, тут глубина хоть есть, нету. Вроде омут. О, что-то кого-то услышал тулан. Может, рябчик взлетел где. Но я не услышал. Просто так не побежал. Ладно. Будем сверлить тут, попробовать. Кивок неподвижен. Ребят, от того омута прошел еще поворот. Вот здесь вот. Я не знаю, с десяток лунок, наверное, просверлил в холостую. Там оказывается все мелко. И вот тут более-менее лунка по глубине нормальная. И здесь терпимо еще. Сейчас я схожу за мотособакой. И может дальше на мотособаке съездить, что ли, до другого следующего омута. Вот здесь на перекатах вообще мелко. Вот на прямых местах перекаты где. Вот тут, вот где холмик, вон там вот совсем тонкий лед. Буквально несколько раз крутанул и там, наверное, течение. Вот это да. Ни одной поклевки. Блять, полдня уже, полдня сверлю. Ладно, сейчас схожу, ребят, за мотособакой и, наверное, чай попьем. Захотелось пить. Может, пообедаем. Сразу, наверное, поеду дальше.
Вроде тут место тоже ништяк. Следы выдры. А тулан куда-то ушел. До сих пор не вижу я его. В общем, дальше ищу, рыбачу. И надо чай попить. Не знаю. Но может лучше чай попить сперва. Так. Попью чай. Надоело. Там еще 4 лунки. Нет, обманываю. 3 лунки. Я вот останавливался. 3 лунки там еще. Просверлил, попробовал. Хотя глубина там 2 метра, между прочим. Тулан, уйди. Кон места. Маш, но проголодался он. Проголодался. На. Ешь. Отвечая на ваш вопрос, почему у меня не чай в термосе, а просто кипяток. Потому что я не люблю, когда заваренный чай в термосе, так как он через час, два, три он становится горьким. Не люблю. Ну и с кипятком можно любое время, любой бич-пакет там разбавить, пюрешку там или еще быстрое приготовление. Не надо там костер разводить, ничего. Все, Турлан, маш, шабаш. Наглость не люблю. Тебе дали? Дали. Вот так. Ладно, сейчас попью чай. У меня еще в наличии есть макарон. Может сразу макарон тоже покушать. Макароны еще взял. Макароны с яйцом. Перемешку. Тулан, марш! Уйди! Ему дали, хватит. Он должен сейчас в стороне лежать, а не, как сказать, милостину просить. Он не голодный. Вот такой у меня небольшой скромный перекус. Там удочка не клюет. Не знаю, как быть дальше. Ребят, поклевка. Вот он. Первая рыба. Вот она. Хариус. Чай попил. Чай попил вот здесь. Потом там просверлил, там вообще мелко. Туда спустился, там вообще воды нету. Пришел, а тут хариус. Вот такие дела, ребят. Поймал одну рыбу. Вон он. Хариус. Красавчик. На нижнюю губу взял еле-еле. Если честно, я сегодня вообще не ожидал, что хоть какая-то поклевка будет. Вообще надежды уже нету. Столько уже просверлил, и вот вам поклевочка. Так бывает. Может, там я просверлил, от шума ледобура спустилась рыба и попалась. Не могу сказать, как это все произошло. Я подошел уже, удочку, кивок там. Вот так согнулась. Тут, ребят, поклевка была. Сейчас включил камеру. Может, удастся заснять вам. Поставила, и сразу поклевочка была. Немножко зацепила она я его.
Вот. Есть. Вот он. Мелкий только вот. Ой. Мелкий. Все. Понятно, какая рыба тут. Первую вон там поймал. Там мотособака. Вторая чуть выше. Ну, приятно хоть подержал в руках рыбу. Ну все, уйди. Тулан, мешаешь. Тулан, все, гуляй. Хватит. Вон гуляет. Иди. Иди рябчиков гоняй. Ладно. Хватит баловаться. Там очередной остров. Непонятно тут. Там уже как бы проверял сперва. Вроде все открыто, но в то же время вроде нормально лед держит. Дальше, наверное, не поеду. И даже не пойду. Ладно, сейчас еще попробую. Вот тут. Раз, два, 3-4 лунки. Тащит удочку, ребята. Ушла, интересно. Да. Не успел. Смотрите, какая глубина, вообще ни о чем. Чуть-чуть не успел я. Вот. Может, еще подойдет. Значит, здесь какая-то рыба есть. А вон он. Вот. Опять дергает. Вот хороший. Вон он. Хариус. Хариус, ребята. Чуть не утащил удочку. Вообще здорово. Короче, пока сверлил, вот здесь попробовал. Поклевок не было. Потом здесь я удочку оставил. И сам пошел вон туда сверлить. Выше мотособаки-то вообще нет, воды нету. А там уже нормально глубина, где этот ледобур стоит. Сразу не подошел. Вот видишь, прошло время, а некоторые и поклевка. Ну, вот один попался. И опять 2 часа рыбалки. Видишь как. Здесь глубины вообще нету, не знаю. Там ниже еще может спуститься. Здесь перекат. Перекат. Ладно, подожду. Будет. Нет, так я вообще не огорчен. Нисколечко не огорчаюсь, что вот у меня там не клюет или рыбы нету. Нет, так нет. Я в следующий раз на Ельцо пойду и жареху поймаю. И удовольствие получу. Чем вот этот Хариус. Куда он собрался? Хочет на берег, но не получается. Вот тут, ребят, вроде все открыто, и в то же время вроде хорошо замерзло. Вот этот налей. Вон там проталины, везде уже. Целый поворот. Без удочки, без ничего. Вон оттуда, там у меня мотособака
Здесь штук 5, наверное, просверлил лунок. Ну вот, пожалуйста, просверливаешь, и там уже земля, дно. И вроде место такое шикарное, так подумаешь, тут хариус есть. Да нифига, здесь воды даже нету. Не знаю, дальше идти, не идти. Просто уже пешни нету, вот и, блин, немножко неприятно. Неприятно, когда если ты нырнешь, пускай мелко, но все равно хреново, когда ты попадаешь в такую ситуацию. Вот здесь вот прям по всей реке вот как будто открыто. Хотя лед белый, безопасный. Рукавицы все на мотособаке оставил. Нет, вроде нормально. Хорошо замерзла, да. Там обнадеживает снова. Да то же самое, в принципе. Ничего такого не вижу. Такие же места какие-то. Не достал. Ладно, еще тут попробую. Схожу за удочкой. Время 4 час вечера уже. Все, рыбалка закончил, я уже ледобур собрал. Жду тулана. Не знаю, когда он придет. Он где-то бродит. Сейчас развернусь и дождусь его. Сейчас пока жду его, я чай попью еще. Потом развернусь и поедем обратно. Хватит. Ну нафиг этот хариус. Ребят, не пишите меня, не торопите. Не направляйте на рыбалку на хариуса. Будет рыбалка, будет. Нет, так нет. Я лучше буду почаще выходить на рыбалку на ельца. Пускай там тоже клёв будет минимальный, максимальный. Но мне интереснее, чем этот. Блядь, сегодня целый день сверлил. Сколько лунок. И такое количество рыбы поймал. Не знаю, как буду увозить. Жесть. В общем, что поймал, все показал. А поймал я 3 рыбы. Что вот видели. Все, больше ничего. Хотите, рыбачьте, дело ваше. А я не знаю, пойду ли я еще сюда. Точно, наверное, нет. Жду тулана. Подождем, когда он придет. Он куда-то далеко ушел. На берег не может подниматься. Снег не держит. Вот. Даже собака не может по снегу ходить. А вы говорите, буран не едет. Не едет. Именно буран. Я про снегоходы молчу. Я вижу и знаю, что они проходимые. Даже тайга более-менее проходимая. А вот это иномарки, они мощные. А буран нет, буран беспомощный. Пока в данный момент он не может. Вот. О, лает кого-то. Река, значит, вот тут. Вот здесь лает. Лоща лает он. Это получается вот туда идет река, вот. Прямо вот тут лает.
Ничего, поворот делает. Дальше, не знаю сколько километров, там будут избы. Несколько изб я там знаю, бывал. И места для рыбалки там вообще перекаты, вообще, ну, перекат за перекатом. И всегда постоянно открытая река там. Очень мелко и перекаты большие. Один прекрасный год я тоже рыбачил. Давно уже было. Я на УАЗике приезжал в эту сторону, там лесорубы работали. И вот я к речке пошел и никак не могу попасть на речку. Везде все открыто, везде. Вот много я шел, просто очень много. Потом такое место, небольшой участок нашелся, где вот с берега на речку там снег. Ну, не открытый вдоль берега, а вот именно снег есть. Я, короче, вот по этому месту спустился. С первой лунки у меня сразу рыбалка вот в хариус попал. Потом второй, третий, в общем, наловил я, ну, буквально, наверное, от Чили 150 метров такой участок, где я рыбачил. Потом невозможно, река открыта везде. Дождь шел такой мокрый, погода вообще жесть, все капало там. Но с рыбой я вернулся, тогда нормально порыбачил. В одной лунке мне повезло. В лунку попал я, где рыба стояла, видать. Вот с одного места. Даже я не поправлял этот, как сказать, на червя я рыбачил. Крючки не подправлял, ничего. Просто вот спускаешь пустой крючок, спускаешь, поднимаешь. И вот так вот дергал, поднимал там. По количеству не буду говорить. Но рыбалка удачная тогда была. Сегодня что? Сколько лунок просверлил, и вообще рыбы нету. Куда ты еще дальше ушел? Здесь чуть выше сверлил, там несколько лунок, там вообще мелко, надоело. Подожду я его, бездельника, и поедем. Смотрите, откуда он появился. Я просто сижу, жду его. Вон оттуда. Туда смотрю, и друг услышал как его, шорох. Блин. Тулан. Опять отмечаешь, блин. Нормально сказать ничего невозможно. В общем, друг услышал оттуда шорох. Посмотрел, а там тулан появился. Он там лаял. Вот там река, видать, вот так идет. А там он лаял, конечно же, не лоща, а там выдры. Выдры. Там, наверное, свежие следы он увидел где-то. Вот, долго, я ждал его, конечно. Все, мы в сборе. Сейчас уже я поеду. Я уже давно собрался, как вы видите. Сейчас поедем по реке, потом уже на Буранице где-нибудь я его возьму и без остановки до дома. Все, вот такая рыбалка у меня была сегодня. Tulain mun niin kytsää. Почему так происходит, а? Почему он глохнет? Тула, пошли. Так, я еще, в общем, измерю расстояние. Сколько до дома. Ну, ладно. Поедем мы.
Собака отстала. Капитально отстала. Тулан. Сколько я проехал-то? 4 километра проехал. Максимальная скорость 21 километров. Тулан появился. 4 километра проехал. Возьму я его. Бездельник. 4 километра. Чё он так быстро отстал? Тула, локо диаджик. Ноль реакции. Локо дье. Я тебя посажу, и быстрее получится, чем ждать тебя. Выджин. Тулан. Сейчас не подойдет, когда надо. Давай, когда надо. Пошли. Лень ему бежать. Ой. Тик. Все. Будешь сидеть. Будешь сидеть. Да? Между прочим, ДВП сейчас у меня там дно не скользит, нормально лапы. На пластике. Все скользило у него лапы. Бездельник. Весь снегу, Тулан. Весь снегу. Хорошо. Хорошо идем. Смотрите, как погода меняется. Начинается снегопад. Но за сегодня не один раз уже начинался. И такой вот погода, уже чувствуется вот это тепло. Потому что послезавтра дожди обещают. Как видите, я немножко поснимал вам езду, и постоянно всю дорогу вот сосновый лес. Весь путь сосновый лес. И спрашивали, почему у нас покупают для дров сосновую древесину. Потому что, ребят, у нас делянки везде. Вот такая тайга. Сосны. И ельники еще стараются еще елку брать. А вот что касаемо осины, там березы, ну, стараются миновать, их мало, в принципе, не так много. В основном у нас еловые вот эти сосны, елки, палки, елки, палки. Вот так. Ну и дальше я сегодня уже говорить, рассказывать что-либо не стану. Буду заканчивать сегодняшний поход. Вот такая, ребят, получилась рыбалка. Все, ребят, давайте. От нас вам большой привет. Ждите новые фильмы. А мы поедем дальше. Сейчас немножко подостынет и поедем дальше. Треть дорога осталась. Чуть-чуть уже. Да? Ладно. Пока. Корыто огонь. Для собак самое то. Да, Толан? Самое то, скажи.